Вот что происходит в городе Гагра. Отравляют собак, умирают мучительно. На глазах у людей посреди дня умирает собака, вновь в Гагре. Здесь, к сожалению, этот случай не единственный. Все началось с отстрела. 2 собак убили, а 3-ю ранили в районе парка Принца Альденбургского еще в марте. СМИ широко светили, а люди активно реагировали, единогласно называя произволом и злодейством. Поскольку отстрел вызвал бурное осуждение, а раненые и убитые собаки попали на камеру видеонаблюдения, возможно, злоумышленники решили добиться своей цели другими путями. Теперь в Гагре собак стали травить. И так за последнюю неделю убито около 13 собак. Здесь стоит отметить, что большинство из них стерилизованные, находившиеся под опекой добрых людей. Некоторые СМИ открыто называют виновниками администрацию Гагрского района. Считается, что сокращение популяции собак – часть плана по подготовке к курортному сезону. Заместитель главы Гагрского района Адамур Цышба факт причастности отрицает и более того отмечает, что администрация всячески поддерживает благотворительный фонд «Багиру». Нас обвиняют, да, мы тоже мониторим соцсети, видим, что пишут и якобы нас в чем-то хотят обвинить. Но я вас уверяю, что администрация категорически против такого жестокого обращения с животными. Всячески пытаемся содействовать фонду Багира, вот, который есть. Мы вот делаем вольеры для них. Буквально вот на днях уже, наверное, они будут закончены. Это на 70 еще собак. Адамур Цышба при этом отметил, что наряду с зоозащитниками их частые гости, предприниматели и даже те, которые пострадали от укусов беспризорных собак. Они просят возможными путями откликнуться и убрать собак с городских улиц, чтобы избежать подобных случаев в будущем. А зоозащитники, в свою очередь, обивают пороги администрации в надежде добиться выяснения лиц, причастных и к убийству, и к отравлению питомцев. Не ради управы, а ради того, чтобы остановить, как говорят они сами, бесчинство и злодейство. Они уверены, что собака не станет кусаться, если ее не дразнить и если она будет сыта. Это, во-первых, причина того, что у людей нет знаний духовных. Во-вторых, это, честно сказать, духовные проблемы. Люди не думают о том, что вот они это сделали, отравили собак, а все, кто вокруг, смотрят и разбираются с этим. Некоторые начинают их проклинать, слать им гадости. Это Гагрская станция по борьбе с болезнями животных, то есть ветеринарная станция, единственная в городе. Естественно, когда в собак стреляли из огнестрельного оружия, неделю назад они один за одним стали биться в судорогах и умирать, люди за помощью обращались сюда. Ветеринары оперативно выезжали и оказывали помощь беззащитным четвероногим друзьям. Начальник государственной ветеринарной службы Гагрского района Алхас Дбар рассказал о симптомах собак. За последний месяц в Гагрскую станцию поступило 2 взрослые собаки с клиническими признаками отравления, сопровождающиеся судорогами, диареей, рвотой. Данное заболевание надо идентифицировать от энтерита, заболевания желудочно-кишечного тракта. Сказать точно, что это отравление или это энтерит, может только лаборатория. У нас такой лаборатории нет, поэтому мы диагнозы ставим на основе клинических признаков. Во всей истории с бездомными собаками поражает неравнодушие людей, которые с годами становятся волонтерами. Они находят время, средства и силы, чтобы прививать и стерилизовать четвероногих. Зачастую хозяева кафе, хозяева гостиниц проявляют недовольство тем, что собирается несколько собак, а бывает и несколько десятков собак около них. На самом деле отдыхающие крайне редко проявляют недовольство. Наоборот, они всегда жалеют наших собак. Массовое отравление, оно не первое, это периодически случается. Насколько я помню, этой осенью на кемпинге тоже было несколько случаев. Мы писали заявление в милицию. Я считаю, что администрация и милиция придают, может быть, какое-то не такое значение этой проблеме, чтобы активные действия какие-то проводить. Галина Горошунова – педиатр. Среди пациентов, поступающих к ней, детки с ранами от собачьих укусов. И чаще всего это домашние питомцы, утверждает она. Должно смениться несколько поколений, чтобы в головах у людей поменялось мироощущение, скажем так. Когда собаки стерильны,
когда они привиты и здоровы, когда они накормлены, никогда в жизни они агрессию не проявят. И научите вашего ребенка, как подойти к собаке, а лучше вообще не подходить к той собаке, которую он не знает. Стоимость стерилизации собак зависит от количества наркоза. К примеру, подобная операция для четвероногого средних размеров обойдется от 3000 рублей. Оперативное вмешательство, направленное на лишение способности к размножению с сохранением репродуктивных органов, в фонде Багира приюте ТОПа считают приоритетным в вопросе борьбы с постоянно возрастающей численностью собак. Саида Оторбы занимается этим приютом много лет, спасая жизни беззащитных, добрых и умных животных. Правило 7 рукопожатий как двигатель деятельности приюта. Деньги поступают от неравнодушных людей, а собаки, словно брошенные дети, ждут своей очереди на приобретение семьи и дома. И чудеса случаются. Четвероногие из Гагры заменили существование в вольерах на жизнь мечты. И теперь живут во Франции, Польше, Израиле, Эстонии, Финляндии, Нидерландах и других странах. Сейчас в приюте на передержке около 400 собак. Во всех странах мира к собакам относятся по-разному. Где-то их возводят в ранг культа, а где-то и вовсе мясо собаки – деликатес. Абхазская же культура отображает уважительное отношение к животным, которые издревле были призваны приносить пользу сельскому жителю. 95% населения это были крестьянства. Система жизнеобеспечения предполагала земледелие. Значит, у вас построили дом, у вас должен быть во дворе не одна собака, даже две. Занимаемся скотоводством, специальные породы были пастушеских собак. Еще наш промысел – это охота. Ребенок рос в доме, где была живность, были животные, были собаки, была любовь к ним, умение общаться с ними. Сегодня у нас идет депопуляция села. Мы оставляем города, умирают взрослые, старшие члены семьи, дети уже работают в городе, приезжают, им приходится закрывать дворы и уходить. Куда они девают собак? Наверняка привозят в город и оставляют. Село пустеет, пустеют дома. Меняется уклад жизни, как и изначально заложенный смысл присутствия собак в доме. Но во всей этой ситуации с намеренным убийством собак страшно другое. Почему наши сограждане решаются на такой негуманный поступок с теми, кто считается братьями меньшими? У нас даже свое собственное божество собаки, Алыскентер. Старшее поколение, спросите любого, каждый вечер, что мы слышали в доме, в селе, всегда старший член семьи, уходя, вставая из-за стола, уходя ко сну, спрашивал: «Алла покорчаш цахел?» Вы покормили собак. Это было очень важно. Кто-то привозит в свою квартиру городскую на 9-й этаж, приводит собаку. Но это не про наш менталитет, не про нашу гигиену. Мы тоже это должны понять. То есть город – это другая культура урбанистическая. Давайте мы защитим все, что у нас есть, защитим свое село, свои дома, и они найдут свое место. Между тем, убийство собак в Гагре обсудили и на минувшей сессии парламента. Более того, в первом чтении приняли законопроект об ответственном обращении с животными. Подготовила его группа неравнодушных людей, среди которых Лия Агрба. Девушка с юридическим образованием уверена, что этот законопроект позволит четче регулировать эту область. Жестокое обращение у нас, в принципе, это есть статья в Уголовном кодексе. То есть это не что-то новое. У нас есть положение о защите животных от жестокого обращения. Просто у нас собака, да, это животное, оно у нас неодушевленная вещь. Оно идет у нас как вещь, представляется, то есть можно им распоряжаться. Но вот впервые на законодательном уровне мы будем говорить о том, что животное способно испытывать чувства. Оно может страдать, и уже повышается вот уровень какой-то морали. Очень неприятно на таком фоне вообще о законе говорить, о защите животных, которые там гуманизация и так далее, потому что вот уже второй раз, в первый раз это была стрельба, во второй раз это использование неизвестных веществ, яда, что приводит к массовой гибели животных, и уже не хочется даже говорить о любви к животным, потому что это сделано общественно опасным способом. И вот этот вопрос меня и вообще людей, которые будут содействовать в разрешении этого вопроса, в расследовании вопроса, очень нас этот момент волнует. Произошедшее убийство и отравление собак расследуют в управлении внутренних дел города Гагра. Как пояснил старший дознаватель отделения майор милиции Александр Кукускиря, по факту убийства собак, произошедшего 17 марта, идет расследование. Что же касается смерти собак на улицах города за последнюю неделю, пока ведется доследственная проверка. Это означает, идет сбор материала, участковые допрашивают очевидцев. И только после сбора информации и соответствующего анализа будет установлен
установлено наличие признака преступления. Отравили собак или нет, может подтвердить лишь лабораторный анализ, который в Абхазии не произвести. Между тем, по улицам Гагры гуляют ни о чем не подозревающие мохнатые четвероногие. Они сами по себе гуляют, отдыхают, иногда подходят в надежде заполучить ласку и вроде бы никому не мешают. Вот эта собака, видите? Да. Снимите его, пожалуйста. Мы сняли. Она тихая, хорошая собака. Мы кормим Вы его. подкармливаете. Да. Ну, это не одна. Здесь толпа бывает. 8, 10, 12. Это уже неприятно. Тем более сейчас сезон начинается. А туристы жалуются, они говорят, что нам не нравится, там уберите собак, Не, они здесь, как-то мешают. они же любят это, как сказать, ну, Наоборот, животных. Да. да. Ну, они каждый год больше бывает. Иногда вот тут, когда проезжаешь на велосипеде с ребенком, они кидаются, кстати. Да. Вот это и жалко их убирать, и не знаешь, что делать. А есть специальные собачьи беспризорники, куда можно будет увезти и оставить. Убивать как-никак жалко, животное создание. Не знаю. А так вот, когда едешь на велосипеде, на самом деле они кидаются, собаки. Отдыхающие наши очень много жалуются, что собаки кидаются на них. Многие боятся. Да, в нашем дворе потравили. Марина да. Сафаровна собак. Да? Потравили, да. Да. А вот вы, когда на улице видите собак, вы боитесь их как-то, обходите? Которые рычат, да. Если нет, мы, Да. наоборот, можем погладить, покормить чем-то. Ну вот мы сидели, играли, и смотрим, собаке стало плохо, Да. она начала дрожать, мы все начали плакать. Дети рассказывают о 3 любимцах 4-й гагрской школы – Норе, Чаре и Мачо. Так случилось, что 2 года назад Норе кто-то сильно повредил лапу и оставил страдать, а ее щенков выбросили в мусорный бак умирать. Марина Сафаровна, завуч школы, не собачник, но обойти стороной страдающих животных не смогла. Нору, как и ее щенков, выхаживали все школой. Их вовремя стерилизовали и привили. Дети окружили их заботой, а животные в ответ дарили хорошее настроение и любовь. Это были Чук и Гек, 2 мальчика. Их мы вырастили с дворовыми ребятами и устроили в очень хороший дом. Но Чара никуда не ушла, она осталась у нас во дворе. Следом пришел Мачо. Никто не приглашал, он пришел сам с оторванной лапкой, восстановили лапку. И вот эти 3 собаки стали жить между школой и домом. Собаки, за которыми мы очень хорошо смотрели. Это были любимицы всей школы. Ничто не предвещало такого коварства и варварства. Понимаю, что собаки создают проблемы, что они кусаются, что они создают неудобства в столовых, в общепите. Это все понятно. Как можно разбросать по городу куски мяса с ядом в надежде на то, что животное съест этот кусок, будет корчиться в муках и сходить пеной? Это было такое страшное зрелище, я вам передать не могу. Это стоял такой крик и плач. Детям не объяснить, почему погибают животные. Что они сделали, которых они вырастили? Нору спасти не удалось, а Чара после капельницы набирается сил, лежа в кабинете у Марины Сафаровны, которая периодически зазывает ее в страхе, что или дышащая собака может не выжить. Когда у собак случился приступ, дети оказались рядом и видели весь ужас своими глазами. Они уверены, с животными нельзя так поступать. Они всегда встречали нас около школы, радостные. Мне очень жалко, что люди такие злые, отравили. Я считаю, что люди не должны быть такими жестокими. И эти собак все любили, они ни на кого не кидались. Очень обидно, что есть такие кровожадные люди, которые способны сделать такое, потому что они не сделали ничего такого, чтобы с ними поступали так. А почему люди должны относиться к животным аккуратно, беречь? Потому что мы должны защищать тех, кого мы приручили. Мачо чувствует себя неплохо, а вот Чаре предстоит долгий путь выздоровления, и в этом ей помогут люди. И животные не поймут, почему одни люди жестоки, другие же добры. Но очевидно то, что убийством собак не построить лучший мир человека разумного. Асида Малия, Зауркварча, Абхазское телевидение.